Один из наиболее часто задаваемых вопросов – это насколько актуальна данная тема, насколько она востребована. Если, допустим, молодой человек сделает выбор в пользу данного направления, какова вероятность найти хорошую высокооплачиваемую работу? Как показала практика, в год порядка несколько сотен вакансий возникает, связанных с нефтегазовой отраслью. Здесь надо понимать, что данные вакансии связаны, возможно, не напрямую с отраслью, а так или иначе, как сервис для данной отрасли. Это и транспорт, логистика, и связь, телекоммуникации и так далее. Это все, что связано с нефтегазовой отраслью. Также стоит еще учитывать, что данная отрасль признана и на текущий момент таковой является одной из самых высокооплачиваемых на рынке труда. Также еще возникает часто вопрос, что необходимо для трудоустройства в крупные нефтегазовые компании, которые на настоящий момент представлены в нашем регионе и вообще в России. Наверное, основное, что нужно учитывать, это необходимо соответствовать квалификации. Компания на настоящий момент выдвигает достаточно понятные и четкие требования к будущему работнику. На настоящий момент даже внедряется система профессиональных стандартов, в которых четко прописано, что должен уметь работник, какими качествами должен обладать. И, допустим, если смотреть вакансии на популярных кадровых порталах, то там четко прописано, что должна быть, допустим, какая-то квалификация по рабочей профессии. И либо же в дополнение к этому должен быть опыт работы с каким-то программным обеспечением. Либо же это, если связано с международной деятельностью, то знание иностранных языков. И в этом плане для, в принципе, большинства прикладных направлений есть возможность трудоустроиться именно в нефтегазовой отрасли. Еще один из вопросов, которые возникают, проблемно либо нет трудоустройства девушек, имеет ли гендерная разница при трудоустройстве. Если уж говорить справедливости ради, то, наверное, да, сложнее девушкам трудоустроиться. Если, допустим, мы бы провели экскурсию на предприятии в городе, либо же где-то в офисе, вполне практически равное соотношение. Девушки трудоустраиваются, женщины трудоустраиваются в нефтегазовой отрасли. Точно так же, просто для них дополнительно необходимы какие-то квалификации. И в силу определенных специфических особенностей деятельности, там требования немножко другие. Тех, кто является соискателями вакансий, не должно пугать возможный вахтовый способ работы. Это надо рассматривать в том ракурсе, что, как правило, такая работа более высокооплачиваемая, подразумевающая выезд. Также это хорошая возможность быстрого накопления средств. В дальнейшем в отрасли предполагается очень такой скорый кадровый рост, поэтому вполне возможно, что в дальнейшем переход в офисную работу, где-то уже с окончательным переселением. В нашем университете на текущий момент мы стараемся учитывать при подготовке кадров как можно более ранняя организация выезда на производство. Я думаю, мои коллеги поддержат, что сейчас учащиеся несколько отличаются от студентов, которые поступали, допустим, 20 лет назад. Современные студенты в основном ориентированы на то, чтобы сначала увидеть, попробовать. И с этим связано, что, допустим, наши студенты попадают на производство уже примерно со второго курса. То есть это на производственную практику выезжают уже на втором курсе. Для того, чтобы именно получить для себя представление о том, где они будут работать, что из себя представляет данная отрасль, нравится это им, и в дальнейшем принять решение остаться, продолжить учебу, либо, возможно, поменять направление. На текущий момент университет работает со всеми крупными представителями нефтегазовой отрасли в нашей республике. В формате данного видео сознательно не буду называть названия компаний. В нефтегазовых компаний требования, как правило, схожи. И если сейчас оценивать систему подготовки, это бакалавриат, либо специалитет, в нашем вузе организована именно система бакалавров. На сегодня нефтегазовые компании – одни из локомотивов внедрения так называемого корпоративного образования. Производственная компания на раннем этапе оказывает содействие, помощь в подготовке специалиста, который отвечает заданными им требованиями. В
на самом раннем этапе идет так называемая профориентация, да? То есть со школьной скамьи компании уже начинают отбор способных учащихся ребят. Так организованы профильные классы. В нашей республике это тоже распространенная практика. В Ленске, в Мирном, в скором времени в Якутске. Следующим этапом является отбор, тестирование для производственной практики. После производственной практики первой, допустим, происходит оценка личных качеств учащегося, то есть за ним закрепляется наставник. Компания таким образом уже ведет отбор. Следом идет следующая производственная практика, и здесь компания уже сверяет, сделали поправки на замечания. По итогу второй производственной практики выходит решение о трудоустройстве данного учащегося. Ну, там общие требования, конечно, это хорошая успеваемость, исполнительность, общественная активность. Выпускник имеет право рассчитывать на трудоустройство уже в первую управленческую когорту, получается. Это менеджеры среднего звена, инженера. В текущих реалиях им предстоит еще пройти дополнительное обучение в магистратуре профильное. Это уже под эгидой компании, да? Возникает иногда вопрос, можно ли переобучиться, сколько времени это займет. Особенно это касается людей чуть старшего поколения, допустим, которые выбирали другое направление. И сейчас, с учетом тренда, хотели бы попасть на работу, да, такую. Нужно понимать, на какую должность вы бы хотели попасть, и трезво оценивать уровень своей подготовки и взвешивать по времени. То есть, допустим, получение дополнительного профессионального образования занимает от 1-1,5, возможно, до 5 лет, если это заочное или дополнительное высшее образование. Либо же это профессиональная переподготовка, тоже примерно год-полтора. Такую подготовку можно пройти в нашем университете. На возникающий вопрос иногда, кто мог бы пройти вот такую подготовку, какие к ним требования. Существует ряд, в принципе, общепринятых для технических направлений требований. Это допенсионный возраст, хорошее здоровье, и, в принципе, наличие той самой квалификации. Требуемая квалификация. То есть нужно на вакансию смотреть как на анкету, что ли. То есть наличие диплома профессиональной переподготовки, рабочего удостоверения, наличие базового среднего технического образования является необязательным. Это лишь повлияет на срок обучения. Если речь идет о получении первого высшего образования, то оно само собой бесплатно, если это бюджетное обучение. Если мы говорим о внебюджетном, то стоимость на нефтегазовое направление достаточно высокая, порядка 130 тысяч рублей за год. Это если говорим о очном образовании. Если о заочном, то это 68 тысяч рублей в год. На очевидный вопрос, касающийся заработной платы, хотелось бы ответить следующим образом. Получается, если мы говорим о средней заработной плате, то, конечно, зарплаты, связанные с нефтегазовой отраслью, они выше общепринятых. На выходе выпускник получает порядка 70-100 тысяч рублей. Это в первый год. На следующий год такой же выпускник, он уже говорит о том, что его зарплата поднялась до 200 тысяч рублей. Соответственно, здесь это с чем связано? С тем, что прошел этап стажировки. Это такой проверочный этап. В дальнейшем он переходит на уже инженерную должность. Я сейчас говорю о заработных платах, которые связаны с госкорпорациями, крупными. Если в целом по отрасли судить, то также зарплаты стабильно высокие. Если говорить о менеджменте, то это, наверное, можно сопоставить, с банковским сектором, уже на уровне, наверное, управленцев, если по филиалам смотреть, да. Также, как уже говорил, о широких возможностях для кадрового роста, то есть для развития активного работника, там все перспективы есть. Само собой, что высокие зарплаты связаны с большой ответственностью. Практически вся деятельность в таких компаниях, она строго регламентирована. Правила эти проверены годами. Практически каждый шаг, он выверен. Это наносит определенный отпечаток на работника.
Если, допустим, в силу каких-то обстоятельств придется с компанией расстаться, то тот опыт, который сотрудник получит, проработав в такой компании, нефтегазовой отрасли, он, конечно, бесценен, потому что это речь идет об самодисциплине, об ответственности. Если такого качества не было, то оно разовьется обязательно, если оно было, то усилится. Да? Если говорить об мобильности, то это, наверное, пожалуй, самая такая работа, которая способствует вот этой мобильности, да? Глобализации, потому что большинство компаний нефтегазовых, которые представлены сейчас на рынке труда, эта работа носит некий сервисный характер, то есть связана уже, наверное, с разработкой месторождения какого-то, да, либо группы месторождений, и к территории какой-то конкретно обычно не привязан. Так, например, проработав определенное время в Тюмени, работники получают возможность поехать в вахту, допустим, к нам сюда, в Якутию, да, что, в принципе, сейчас зачастую происходит. И наоборот, то есть проработав часть, какой-то срок на месторождениях здесь, в Якутии, Чингинское месторождение, допустим, или Тасурякское, в дальнейшем можно внутри компании по мобильности, да, можно перейти на работу в другой какой-то регион нашей страны или за рубеж. Для тех, у кого хороший технический английский, то есть большинство нефтегазосервисных компаний, они зарубежные, и это открывает широкие перспективы